Как долго вы вместе? Ну, уже женаты 3 года. 5 лет вместе. Встречаемся 5 лет. Бро, смешно. Всем привет, меня зовут Таня, мне 22 года, и это мой муж. Всем привет, меня зовут Никита, мне 32 года, и это моя идеальная жена. Привет. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. У вас общий бюджет? Мои деньги это наши деньги. Мои деньги — это мои деньги. Да. Поэтому сегодня у вас есть возможность заработать его деньги и потерять твои деньги. Если он потеряет деньги, он все равно эти же деньги принесет мне день. Нет, я себе видеокарту куплю. Камень, ножницы, бумага, цуефа. И я первый задал вопрос. Как ты считаешь, что главное в нашей семье? Ну, я думаю, что это мужчина. Мужчина всегда должен быть лидером, он должен тянуть свою семью за собой. Мужчина сильнее, и он как бы руководитель. Ты смеешься? Ну, Я же просто- правда говорю. А, Я считаю, что это мужчина. Я тоже так думаю. Ну, как говорят, то, что мужчина в семье это голова, а жена это шея. Да, это правда. Как жена скажет, так мужчина и подумает. Какая часть моего тела тебя больше всего возбуждает? Ну, фигура. Чем мне понравилась жена, это когда мы только встретились, познакомились. У нее были улыбка, красивая улыбка, клыки. У меня такой фетиш немножко. И все. А потом она решила поставить себе брекеты. Да. Вот мужу не нравится. Я был против того, чтобы, потому что вот как у природы, как уникально каждого награждает, какая-то есть изюминка. Мне вот казалось то, что выпирающие клыки, это такое какое-то... Как... Ставьте брекеты. Если у вас кривые зубы, И ставьте всё. брекеты. Не слушайте мужей, они просто жмут деньги. Нет, это неправда. На Это самом так. деле. Не так. Ну, такой вот мой ответ. Ну ты быстро не говори, надо Ну да. растянуть Ага. ответ, чтобы было более ясно, понятно. Ага. Есть ли у тебя мои интимные фотографии на телефоне? Нет. Что за вопрос? Нет, конечно. Мы семейные люди, нам уж не до этого. Мы уже старые. Кого старые? Ну, имеется в виду, что это уже прошло. Мы- Конфетно-букетные. Да, мы уже более серьезные, у нас уже дети, и как-то не до этого даже. То есть были фотографии? Ну, конечно. Тот случай, когда ты случайно... А, подожди, это ты... Нет, не надо. Ладно. Этот... Один раз случайно муж отправил, когда я был немножко. И все. Мгм. Это было давно. Это было очень давно, очень-очень давно. Потом я удалила. Зачем такое Да. Мне пересматривать? потом было стыдно. И мы не переписывались 3 дня. Ну, все. Это ужас какой. Что бы ты изменил во мне? Я думаю, ничего. Когда люди друг друга выбирают, нужно в первую очередь уважать человека и уважать свой выбор. У меня жена как развивается, ухаживает за собой всегда. И какие-либо изменения, они мне... Ну, я их принимаю. Любые Мгм. вообще. Получается, Какие-то, если я хочу себе подколоть губы, если я хочу сделать... А, себе- нет, вот, кстати, вот насчет татуировок, да, у моей супруги есть татуировка. Я Всего был... лишь 2. Я не был категорично против, но я считал то, что как, татуировка, допустим, на всю спину, это не совсем. Ну, он как- считал, что татуировки не украшают женщину. Я какое-то время, когда была чуть помоложе, тоже так думала, что татуировки делают только девушки непристойного поведения, но потом, когда уже сама выросла, родила ребенка, я уже поняла, что вот это мне тоже такого хочется интересного. Ну, эта татуировка мне нравится. У меня еще дети постоянно спрашивают: мама, а у тебя дракончик там такой красивый? Ага. Я говорю: да, такой красивый. Вот такой дракон. Это Ага. же из мультика, узнаете? А, чтобы я изменил, ничего бы не стал Да. менять. А я спросила: если я хочу подколоть себе губы или сделать блефаропластику, одобришь ли ты А, это вот или насчет нет? Короче, когда делают губы, либо веки, мне вот это вообще, я против этого. То есть насчет татуировок я нейтрально отношусь, да. А вот изменять губы, накачивать там, мне кажется, это не очень. Это Мгм. неестественно. Да. А если я захочу потянуть себе грудь и немножко ее увеличить? Не знаю. Ну, это как на твой выбор. Мне нравится такая, как ты есть. Ну, смотри, у нас 2 детей. Я 2 детей выкормила, и мои грудь Мгм. немножко уши спаниеля. Если я рожу 3-го ребенка, там лет через 5-6, я решу Или уже 2 года. сейчас. Вот Ну. если я решу чуть увеличить себе грудь и потянуть ее, как ты на Да? это отреагируешь? Нормально, И дашь да. денег на операцию? Конечно. Так, кто следующий? Это обмен, ребенок на грудь. Да, Не-не-не, точно, это- это обмен. Это не обмен. Если 3, 4, 5 там в нашей семье, я вот хочу 5 детей как минимум, потом начать усыновлять детей, чтобы у меня была армия.
Как твои родители отреагировали на нашу разницу в возрасте? Ну, спокойно. Вообще ничего не сказали. Но я считаю, что 5-10 лет разницы в возрасте — это вообще идеальный вариант, потому что я знаю своих ровесников, кому-то уже 22 года, своих одноклассников, своих одногруппников. У них немножко ветер в голове. Соображают не так, как я уже более, не знаю, я как-то более уже подросла, что ли. Мышлением более Да, такого. мышление немножко более взрослое. Я уже думала о будущем, я уже... Ну, они на свой возраст 22 года, а мне в душе как будто я уже 30, 28. Мне отец вначале сказал, типа, небольшая ли разница в возрасте? Я говорю, да нет, нормально. Главное, полюбил. Он говорит, ну и ладно. Вот у Все. меня также родители сказали, ну если любите друг друга, то ничего в этом страшного нет. И есть семьи, у которых там на 20 лет мужчина старше женщину, и они живут всю жизнь. А есть семьи, где наоборот женщина старше мужа, Да. на 15-20 лет такое. Живут счастливо в браке, в семье, любви, благополучия. Так, все. Господи, хотел бы ты снять наше хом-видео? А нет, не считаю, что это нужно. Даже, допустим, мы когда смотрим салют, там, либо какое-то мероприятие, почти 90%, даже 99% смотрят салют через телефон. То есть они снимают весь салют, ну, такую красоту на телефон и смотрят, ну, вот так вот. Вау, как красиво, ух ты. Потом отложат, и через год они не будут. И в течение года они не будут смотреть это видео, не знаю. И что-то запечатлять на камеру. Можно детей на видео снимать, ну, быт, может быть. Какие-то видео, семейные- да, семейные дела, чтобы потом Семейные моменты, в чтобы семейном потом кругу смотреть. Да. пересматривать, когда мы уже будем старенькие, когда наши дети подрастут, показывать им семейные видео. Но. Ну и что, знаете, вот опасно, что есть такие вот хакеры, которые взламывают. А вы еще представляете, если вот как в вопросе было, если снять хом-видео, что с ним может быть потом, куда оно Это может как слиться? Дзюба потом покажет, Я ну, вот по тоже хотела интернету. про это сказать. Но я не смотрела Дзюбу, но я слышала об этом, что он снимал какое-то видео там, что-то он там делал, и кому-то, видимо, отправлял своей подружке, может быть. И вот так вот взяли, взломали и выложили, да? Бедный человек. Просто хотел поделиться своим впечатлением. А его вот так вот взяли и слили в интернет. Ужас. Да. Ревнуешь ли ты меня к моим бывшим? Нет. Этот период у меня уже прошел, так что все нормально. Ну, я раньше спрашивала у мужа, что за девушка была, где вы жили, кем жили, да? Из-за чего расстались? Из-за чего расстались? Она готовила так вкусно, как я или нет? Женщины меня поймут, что они все задают такие вопросы своим парням, мужьям, может быть, раньше задавали. Ну, ревновала, конечно. Я не понимаю, зачем, но женщины ревнуют. Сначала сами спрашивают у мужей про своих бывших, а потом сами же ревнуют их своим бывшим. Но могу рассказать, как я ревновал, например. У моей жены раньше, ну и сейчас тоже было много поклонников там, которые хотели там в кино погулять, сходить, там встретиться. Жена на них реагировала как, ну вот, хочет подружиться, что нет. Я говорю, как это? Это не просто так. И писал в личку. То есть они пишут ей, а я пишу им. И все, и они тупо исчезали. То есть написали, привет, как дела? Пойдем гулять. Жена, допустим, говорит, давай пойдем. Ну, когда вот только наши отношения строились. Когда их еще не было, Да, считайте. да. Ага. Я тут же пишу, давай я с вами пойду. Если тебе скучно, давай со мной пойдешь гулять. И все, и после этого как-то люди сами исчезали. И в черный список добавляли. И меня, и мужа. Отвалите И от всё. нас, больные. Когда ты последний раз дрался? Это было давно. Когда Даже ты не еще не вспомню. родилась? Нет, конечно. Ну, когда у нас детей еще не было. Пришел с армии, 25 лет, 26. Встретил друзей младшего призыва и тогда подрались. Не с младшим призывом, а так на улице конфликт произошел между моими друзьями и какими-то посторонними. Оцени свой уровень красоты от 0 до 10 и объясни почему. Не знаю. Но я не считаю себя прям такой уж красивой. Наверное, 5 средний. Я считаю, что есть девушки покрасивее, но красота — это не самое главное. Самое главное, что у нас на уме, что мы несем, как мы это преподносим. А ты как считаешь? Ну, от 0 до 10. Я сказала 5. 5? Среднее. Мало. Нормально. Ну, Ну да. мы, женщины, не любим себя прям так Я на 10. превозвышать. Вот муж тебя оценивает на 10 баллов. Да. Я согласна. Независимо, толстый я там поправился, не поправился. Мгм. По идее, Ну, у меня это средний вес. Средний рост и вес. Вес. Да. Нет, вес у меня высокий, большой. То есть у меня мой стандартный вес это 73 килограмма. Сейчас вешу 98. Жена меня откормила вообще жестко. Очень вкусно готовит. Если мы расстанемся прямо сейчас, ты будешь сильно страдать? Вообще не страдаю, шучу, конечно. Сейчас. Ну, конечно. У меня, помню, мне сон приснился, то, что мы как будто с женой развелись, она забрала детей. И вообще такой самый грустный, самый Проснулся. плохой подушка сон. Ага. мокрая. Плохо даже вспоминать. А мне такого не снится. А ты бы переживала? Подождите, за какой вопрос? Ну, если бы мы прямо сейчас расстались, ну, я бы, наверное, спросила, ты кого-то нашел? Кто эта дура? Или кто эта курица? Скажи Покажи адрес, мне я её. сейчас не поеду, да? Дай мне ее номер. Нет, Ну. на самом деле все было бы не так. Я бы сказала, ну окей, иди куда хочешь. Я тебя все равно найду. Но другое дело, понятно, если, например,
у вас в семье не все так гладко, вы постоянно скандалите, ругаетесь, тогда понятно, да, почему женщина решила развестись или муж Ну решил да, ага. развестись. Если, конечно, мужчине каждый день капать на мозги, ругать его, конечно, он когда-нибудь придет к тому, что надо развестись. Зачем ему такая женщина, которая каждый день его пилит и ругает? Да, это есть даже совет такой, ну, женский, типа, не хочешь делить мужа, не пили его. Можешь ли ты простить измену ради детей? Нет, вообще нет. Я лучше уйду от такого мужа и буду воспитывать детей сама и поднимать их сама, чем жить, зная то, что он спал с какой-то другой девушкой. Ну, представляете, если он, например, да, мой муж с кем-то спал, потом приходит домой, ложится в эту же кровать, кушает Но нашу еду из нашей тарелки. Это же вообще ужасно, да? Руками, которыми он трогал другую женщину, этими губами, которыми он целует другую женщину, целует наших детей. голова загорелась, да? Что, измена? Я не ревнивая. И волосы дымом Но, стали. да. Успокойся, 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 скоро успокойся, домой да. пойдем. Да. Нет, я бы не простила, зная, что твой человек изменил, дальше продолжать жить с ним. Просто есть, С этим согласен. ну, просто есть еще такие безвыходные ситуации, когда у женщины 2-3 детей, она не работает, она получает пособие по уходу, ей некуда идти, например, у нее родители или родственники живут в деревне, например, где-нибудь, ну, которые не ждут ее или не хотят ей помогать. В таких моментах, конечно, женщины терпят это и живут дальше с мужьями, чтобы как-то выкормить и вырастить детей. Ну, Пока с они- надеждой то, что когда детям будет 18 и они устроятся, она уйдет. Я думаю, они потом привыкают, поэтому Они некоторые даже жены не скрывают, то, что да, я Да. знаю, то, что мой муж там налево ходит. Одна девушка рассказывала, у нее муж тоже такой, не буду говорить кто, Мгм. и вот она мне рассказывала, что муж ей в открытую говорит, что он сегодня пойдет туда-то, к этой. А жена такая, ну ладно, я потом расскажу, кто это. Мгм. Да. Где-то я фразу такую слышал, то, что нам нужно уважать свой выбор, да и все. То есть, если ты выбрал жену, как это семейка, общество, ты выбираешь навсегда, до самой И- смерти же. Да, и мужчина, который не уважает свой выбор, не уважает сам себя. Ну да, так Мгм. получается. Так и есть. Мне предлагали взятку? Нет, Мы Ну, против даже бы- коррупции. да, если вы даже предложили, не знаю, как, допустим, расскажу о себе, с добровольной дружины начал, потом армия, университет закончил, армия, и вот в полицию устроился. Я думаю, то, что предлагать взятку, за это уголовная статья есть, предупреждаю всех. И за то, что дают взятку, есть уголовная статья, и есть за получение взятки. Работать в полиции и получать взятку, это Это две несовместимые да, вещи. несовместимые вообще. вещи, я так думаю. Поэтому нет, я бы не взял. Тебе не кажется, что я слишком много крашусь? Вы смотрели мои фотографии? Откуда вы это знаете? Мне кажется, нет, немного красишься. Ну, это мой повседневный макияж. Если я куда-то там собираюсь выйти, а если я хожу на работу, там, на доставке и езжу, то я, конечно, не крашусь. Наверное, люди меня Да. не узнают, когда я без макияжа и с макияжем. Думают, кто Нет, это? наоборот, я помню, куда-то собираюсь мне пойти, я знаю то, что некоторые ждут, пока жена соберется, это час-два уходит там. Пошли куда-то сходим, давай, все, собрались, жена минимум макияжа, пошли. Муж мне раньше говорил, что я крашусь, как будто собралась в клуб. Даже когда пойти за хлебом. Все равно тени, помада, Ну, это прическа. недолго время занимает. Да, ну ты раньше так говорил, что я крашусь. Да, только я в клуб просто собралась. торопил, чтобы... Чтобы быстрее собиралась и меньше Да. красилась. Ну, натуральная красота, всегда лучше, чем косметика. Мгм. Когда-то жена у меня смотрела визажистов, которые вот есть же, типа, наращенные ресницы, там, такого, там, типа, клиентки все довольны. И у всех одно лицо. То есть, если взять вот так страницу, проглядеть, там как будто один и тот же человек, только вот форму фотографии вот меняет, а одно и то же лицо. То есть, ты все равно не запомнишь этого человека с этим макияжем, потому что встретишь другую с таким же макияжем, а один и тот же человек просто там лицо поправилось, похудело там. Мне так кажется. Поэтому я не приветствую много макияжа. Ну, много да, я красок. тоже за то, чтобы была более натуральная красота, чтобы... Что-то подчеркнуть Да, можно чтобы такого. было по минимуму. В повседневной жизни, конечно, я обхожусь без макияжа. А если вот куда-то, например, с мужем сходить куда-нибудь, я немножко накрашусь, как сегодня, немножко. Есть макияж, нет макияжа, она всегда красивая. Да? Ты не считаешь, что слишком рано вышла замуж? Нет, я считаю, что это самый идеальный возраст у девушки. Ну, я уже более-менее, думаю, к этому возрасту созрела. Я уже как бы думала о будущем. Я уже более-менее как-то думала, что если вот там года через 2-3 мы поженимся, родим ребенка, но это получилось немного раньше, чем мы планировали. Но мы все равно это планировали с мужем, да? Ну, когда мы начали только встречаться, я уже сразу был, типа, у тебя есть кто-то? Нет, нет. Я говорю, давай встречаться. Жена меня так на прикол, типа, а зачем встречаться? Давай сразу жениться. Я такой, ага, ну все, хорошо, говорю, не вопрос. Я как раз тогда был, работал в органах уже где-то года 2.
я сказал, то, что мне уже пора строить семью. Если ты со мной познакомился ради того, чтобы просто так поиграть, то Я я не говорю, помню то такого. разойдемся. Я просто... Ну, это я как бы завуалированно это Да. все говорил. Мы познакомились. Я сказал то, что я хочу жениться, вот мне нужна жена. Я сказала, что я по приколу сказала, я не хочу с тобой встречаться, я хочу сразу замуж, но это был прикол. Ну, А он потом через вызов неделю, принят. через две пришел к моей подружке, где мы у нее сидели, с цветами, с кольцом, Обручальное с кольцо. кольцом, белое золото с бриллиантом. Я как раз тогда зарплату получил, И все пошел, деньги потратил на кольцо, да. которое стоило 60, сколько? я не помню уже, 60 с чем-то тысяч, одно кольцо. и все. Мгм. И потом куковал, сидел без денег. А потом сводить в ресторан было уже не на что. Ну, зато там конфеты. Я помню, когда подарил букет, букет не понравилось. Люблю розы, поэтому мне муж всегда дарит розы. Роза, А в роз. тот день, когда он пришел с предложением через 2 недели, Там были лилии, да, ну хризантемы, там там, тоже может были быть. красивые цветы, но я не любила тогда такие цветы. В итоге кольцо одела, начали встречаться, Мгм. и все, женились. А потом поженились. Почему ты решил сделать мне предложение? Боялся ли отказа? Я не думал, то, что откажусь. Потом особо не боялся. Вы спрашиваете, это боялся ли он человека, который сделал через 2 недели мне предложение? Мне Да. кажется, он вообще ничего не боялся. Ему сказали по шутке, я Но- хочу замуж, я не хочу встречаться. А он Но- уже с кольцом, с цветами, здравствуйте. Ну, в общем, муж не боялся отказа, но он просто очень ревнивый и боялся меня потерять всегда. Да, это да. И до сих пор, даже если куда-то с подружками собираюсь ходить, месяц назад мы ходили с девочками в караоке, и даже тогда муж боялся меня отпускать в караоке, потому что там, говорит, всякие Обычно, нетрезвенники. да. У девушек есть такая потребность показать себя. То есть не ходить налево, а просто показать себя. Это природная, что ли, потребность, наверное. Не знаю. Ну, я об этом знаю. И когда они ходят в клуб, то это просто показать, напитаться энергией, грубо говоря, прийти и выпустить на мужа такое. И поэтому я не против того, чтобы жена ходила с подружками в клуб, там, в караоке, но я знаю то, что туда парни ходят как раз-таки в поисках. То есть я не знаю своих друзей, которые приходят в клуб, чтобы просто послушать музыку или потанцевать. Вот мы, девушки, мы совсем другие. Мы ходим в клуб с подружками, чтобы потанцевать и развеяться, а не для того, чтобы там мужики себе накрутили, что мы идем в клуб, чтобы покрутить одним местом перед другими мужиками и пойти домой. Это вообще бред. Ну, не знаю. Мы Ну, дев- это мое мнение. Это Я же его говорю, мнение. я так знаю. Он так думает. Да, это Может, мое мнение. просто у тебя в прошлом были такие отношения? Нет, просто, как сказать, ты об этом просто не знаешь. Напишите комментарий, кто из нас прав. Тебе достаточно секса в наших отношениях? Этот выпуск, наверное, будет смотреть моя мама, сестра, которой 12 лет. Ну, не хочешь отвечать, 250 рублей мои. Да, я не 250 буду рублей. отвечать, потому что это слишком личное, это уже интимное. Не надо знать всем окружающим, потому что это смотрят все наши родственники, будут смотреть. И Да. такое лучше не рассказывать так публично. Все, с меня 250. Все-таки смотрят дети. Ну, все, успокойся. Выбирай вопрос. Что ты подумал, когда впервые увидел меня? Хороший вопрос. Что он Да. подумал? Я подумал, какая красивая девушка. Я тогда была очень некрасивая. Красивая, вообще сногсшибательная. Я тогда была с челкой. Представьте себе, такой длинной челкой по брови. Наоборот, я вижу сквозь вообще все, ну, как называется, натуральную красоту. И получается, когда увидел, такой, о, какая красивая девушка. Познакомились. Она вот как раз челки была, длинные волосы. Когда она челку начала убирать, она решила поменять свою внешность, ну, имидж поменять, Не да. потому, что мы поссорились и расстались, а просто Но так. она, получается, начала отращивать. Я говорю, ну, если хочешь длинные волосы, то отращивай, я челку просто в сторону. Только она в сторону сделала фотографии без челки. И все начали писать, вау, какие красивые у тебя брови. Ну, такое, я помню. Ну, ей писали люди, Ага. а я видел эти комментарии, потом отвечал в личку. Ты хотел бы пластическую операцию? Я? Ну, это уже мы обсуждали. Да, да, я хочу. Я хочу себе сделать. Возможно, губы. Нет, губы нет. Не хочешь. Шучу. А может, не нужна там всего... Да я же увижу это. 1 миллилитр. Да, я все равно это увижу. Если серьезно, я хочу себе сделать грудь, но это только уже после того, как я рожу 3-го ребенка, возможно, 4-го, но не больше 4 точно. Куда нам 5-й ребенок? Ты что, джиган, что ли? Ты когда-нибудь специально задерживался на работе, чтобы не идти домой? Нет, конечно. Что за глупый вопрос? Нет, конечно. Ага. Мужики так не делают. Зачем? Если мужчина дома ждет семья, жена, Ага. дети. Еще бывает такое, телефон далеко, ну, подальше держу, ну, то есть не постоянно там в телефоне сижу. Когда жена отправляет фотографии детей, сразу тоска нападает, такой, блин, что еще до скольки время рабочий день, когда закончится? Домой побыстрее. Твое отношение к российской полиции? Нормальная.
Просто нормальная. Ага. К работе мужа я отношусь хорошо, потому что я знаю, что мой муж справедливый, он очень добрый и честный сотрудник, он очень много работает, выкладывается на все 110% на работе, висит на доске почета на работе Да, у кстати. себя. Он самый лучший сотрудник и самый лучший муж и папа. Класс. Какое звание у мужа? По-моему, капитан. Да, капитан. Просто я не разбираюсь в этих звездочках. Я помню, муж когда-то получил 2, а дальше я уже не читала. Мой муж крутой. Да. Я помню. Надо Помню. было одновременно это сделать. Раз, два, 3. Ну, что? Какой у меня рост? 160. Правильно. Чего больше всего я боюсь? Потеря детей. Да. Но еще тараканов и пауков. Ага. Какое мое любимое блюдо? Пюрешка с котлетой. Это твое любимое блюдо. И твое тоже. Нет. Шучу. Ага. Нет. Мое любимое блюдо, наверное, это плов. Так, мой любимый актер? Ди Каприо? А. Шутка, это Нет. Эдвард из «Сумерек». Да, правильно. Потому что на днях я мужа спросила, какой мой любимый фильм. Муж сказал, что это «Волк с Уолл-стрит», но я его никогда не смотрела. Да, Никогда. а почему у меня такая в голове Я сидит начала идея? сразу спрашивать, чей это любимый фильм? Кто А я тебе чё? такое сказал? Я вот никогда не спрашиваю, какой твой любимый фильм, вообще ни у кого никогда. А просто у меня было мнение почему-то, то, что моей жены любимый фильм «Волк с Уолл-стрит», потому Я его что... ни разу не смотрела. Да, Нет, не знаю. когда я смотрю фильмы, интересно, я всегда говорю, что «О, это классный фильм, это мой любимый». И у меня таких много. Нет, самый любимый — это «Сумерки», все части. И «Гарри Поттер», все части. И «Волк с Уолл-стрит». Нет, я такой не смотрела, но я хочу Да. посмотреть, просто он идет Ага, давай слишком- дальше вопросы. Сколько лет моему папе? О, 55. Это твоему. А, ну да, точно. 42. Он не такой молодой. 43. А сколько лет моей маме тогда? Тогда твоей маме, ну если там не так, 45 тогда получается? Нет, маме 47 и папе 47. А, автомат Калашникова. А почему-то я помню, что и твоему папе 55, Это было, и твоей маме 55. Я это помню, а он не помнит. Он думает, что моему папе 42. а моей маме вообще-то 57. Ну ладно. Ладно, давай дальше. Ты-ды-ды-ды. Когда у моей мамы день рождения? 30 декабря. Правильно. Когда я впервые признался тебе в любви? Сейчас помню. 20 июня или 15. 18-го. Или... Я сам не помню. Пойдет. Какой мой любимый фильм? Я знаю, что это там что-то про сияние чистого разума. Да, это один из Да. любимых фильмов. А вообще мне нравится фильм «Эквилибриум». Кем я хотел стать в детстве? Ты мне не рассказывал. Все хотели стать космонавтами. Я Пожарными. тоже хотел. Да. Полицейскими. Не, полицейскими не хотел. А Мгм. так бы хотел космос изучать. Ну, летать туда-сюда. Мгм. И сколько раз я прыгал с парашютом? 0. Да, это я не прыгал с парашютом. Ура! Мне все понравилось, это было очень интересно. Вообще классно. Мне понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Классный проект. Делитесь с друзьями, чтобы... И приходите тоже, Да, если вас приходите пригласят. Нет, Всем отказывайтесь. Всем пока.